Лучшая практика взаимодействия детского сада и семьи по вопросам патриотического воспитания детей награждается Катиева Фатима Русланбекова. Этот момент стал итогом большого труда. В Москве наградили победителей главного профессионального конкурса среди работников детских садов «Воспитатели России». В 2025 году за это звание боролись больше 4000 воспитателей, методистов и заведующих. Из них только 75 человек стали лучшими. В их число вошла и Фатима Катиева из Ингушетии. Судьи были очень строгие. Мы туда представляли наши видеоработы, видеоролики. Дело в том, что это нужно было показать вот с точки зрения воспитательного, образовательного характера, показать всестороннюю деятельность одного учреждения. Всю работу Фатима Катиева проделала с научной командой детского сада «Маленький гений». За ее плечами 40 лет труда в сфере дошкольного образования. Фатима отмечает, что пришла в профессию из-за любви к детям. Сколько себя помню, оставалась верной своей профессии, дошкольному воспитанию. У меня и педагогическое училище, дошкольное отделение, и пединститут с отличием я закончила дошкольное отделение. Повышала все время квалификацию именно в дошкольной сфере. И сейчас я очутилась среди лучших экспертов страны в форуме воспитателей России. Фатима Руслановна, конечно, профессионал своего дела. Отличный руководитель, который поддерживает во всех начинаниях, поможет где надо, подскажет где неправильно и всегда будет на вашей стороне. Фатима Катиева стала лауреатом 3-й степени в направлении патриотического духовно-нравственного воспитания дошкольников, в котором она со своей научной командой представила 3 больших проекта. На их реализацию ушло почти 2 года. Первый проект на тему «Вежливое и уважительное отношение к старшим». Сотрудники детского сада, дети и их родители вместе создавали видеоролики о семейных традициях. Также они посетили этнографический музей Башни Согласия, чтобы точно передать нашу культуру. Когда проходят старшие, обязательно нужно оставлять дорогу, чтобы они прошли первыми, и только потом можно пройти. Нарядили наших ребят, детей, взрослых, национальные костюмы, приготовили наши разные национальные блюда. В этом нам помогли наши повара, показывали на примере, снимали такой видеоролик, показывали на примере, как дети слушали старших, как почитали. Второй проект – ингушский национальный женский костюм. В его рамках воспитанникам не просто рассказали, как выглядит традиционный наряд, но дети сами попробовали воссоздать ингушский костюм. Показали детям совместно с родителями, как вышивается вот этот ингушский красивый национальный орнамент на этот костюм. Как дорогой был этот костюм, сколько месяцев он вышивался, когда девушка выходила замуж. Вот эту историю дети сами были задействованы в этой истории. Третьим проектом стал «Наша малая родина» город Магаз, в рамках которого для воспитанников организовали несколько экскурсий совместно с их родителями. Они посетили достопримечательности Магаза, а также этнографический музей. Затем дети построили макет города. К нам приходил путешественник Петя. Мы с ним собирали карту Магаз. Вам понравилось? Да. Мы ходили на башню Согласию, сажали маленькие деревья, рассматривали город. Через эту работу мы показываем ценности, традиции и поведенческие установки нашего народа, ингушей, которые передаются из поколения в поколение, через нашу историю, через нашу культуру, искусство и образование. И наша задача воспитателей помочь детям почувствовать свою причастность к этой преемственности, к богатству родного народа, родного края. Так научная команда из детского сада под руководством Фатимы Катиевой вошла в число сильнейших среди 4100 участников со всей России. Все 3 проекта теперь доступны в электронном портфеле на сайте форума воспитателей России, чтобы педагоги всей страны могли перенимать опыт у ингушских коллег. Команда детского сада планирует продолжить активное участие в форуме, представляя новые проекты и перенимая лучшие практики коллег для развития дошкольного образования в республике. Мария Амбата, Мухаммад Ендиев, Магаз 24.